сердце этой машины – это как раз волоконный лазер Гапонцева. Вот они, хвалебные лазерные технологии. Репутация их вполне оправдана. Именно лазер когда-то был признан большим прорывом в области инноваций. Допустим, такая махина уровня КАИ лазер есть только в Татарстане и в Екатеринбурге. Вопрос в другом. Могут ли достойные технологии найти достойное применение? Здесь, конечно, полный бардак у нас. Мы огромные деньги свои вложили, федеральные деньги получили. Сегодня эффективность вообще очень низкая. И КАИ лазер не работает, и другие толком не работают. Вы вникаете в это, Фарид Султанович, нет? Никаких от вас этих не было. Я думал, все это заработало у нас. Значит, поручение правительству разобраться, принять меры. Что это такое? Стыд, позор. Так высказался президент на коллегии Минэкономики на неделе. 2 миллиарда средств вложено в государственные инжиниринговые центры. Но есть ли результат? Схема распределения выглядит примерно так. Средства, как правило, выделяются Минэкономразвитием России. Часть – финансы региона. Деньги не буквальные, а в виде дорогого оборудования и условий для реализации. Провал обычно начинается тогда, когда центр должен оправдать вложения. Почему? Потому что огромное число научных исследований не находит применения в реальном секторе экономики, остаются на бумаге, в отчетах и публикациях. Где должны деньги быть? Либо, соответственно, деньги должны быть в КАИ лазеры, либо, соответственно, деньги должны быть в экономике. Соответственно, КАИ лазер генерирует деньги вокруг себя. То есть в себе он не может по ряду причин там, соответственно, генерировать эти деньги. КАИ лазер, если брать, он как научный центр, то есть он как центр при вузе. То есть, соответственно, никто в здравом уме туда не придет размещать заказ. И это реально так, потому что это невозможно. Mercedes, BMW, Schneider Electric, и сейчас вот ведем переговоры с Volkswagen. Но такие компании приходят раз в 2 года, раз в 3 года. Крупной рыбе неинтересна наука, а наука не умеет заниматься маркетингом. Вот такой замкнутый круг. К тому же большинство центров созданы на базе вузов. У потенциальных партнеров не всегда есть желание вникать во внутреннюю кухню университетов, уговаривать исследователей, ориентироваться на потребности рынка, а потому диалог крайне ограничен. Сейчас вот происходит надув бака, дальше подключается форсуночное устройство, и по секундно-массовому расходу мы определяем расход горючего. Зависит, впрочем, и от того, что продавать. Энергетика – ресурс востребованный, очень много точек сбыта. Это и строительство, и промышленность, и ЖКХ. Инжиниринговый центр Казанского энергоуниверситета, где главное тоже наука, но прикладная. Все, что здесь представлено, и может, и применяется на производстве. Дальше это все монтируется на более укрупненные платы. И мы полностью выпускаем под ключ устройство, готовые к установке у поставщика. Очень дорого оно стоит. Около, по-моему, вот это весь комплекс, где-то 60 миллионов. Около 100 миллионов по конкурсу из федерального бюджета, плюс еще 20 собственных средств вуза. За 5 лет им необходимо было заключить контракты на 670 миллионов, и на сегодня 90% выполнено. Почему у одних получается, а у других нет? Фактически надо говорить об эффективности работы маркетинговой службы центра, того или иного инжинирингового центра. Может быть, произошло переполнение предложений. Бывает такое. То есть предложение превышает спрос. Может быть, те или иные центры создавались под возможный спрос и под планируемый рост промышленности в той или иной сфере. Но чуда не бывает. Экономика вещь такая, что не пошло производство. Соответственно, нужда в этих услугах того или иного центра, она вот оказалась низкая. Но это не значит, что эти услуги не нужны. Жила центральная которого может разогреваться в нормальном режиме до 90 градусов. Следующим шагом это будет уже авторские права, оформление авторских прав. Сейчас пока нет времени, нам нужно организовать производство. Это довольно сложный процесс. Одна из разработок – Центр инжиниринга в сфере химических технологий. Работа шла 2 года, а руки до оформления на индивидуальную собственность так и не дошли. Патенты. Что с ними? Парадокс, но научных открытий с каждым годом все больше, а патентов все меньше.
Работы, как правило, мы выполняем по заказу различных компаний, заказчиков. Соответственно, результаты, которые мы получаем в ходе этой работы, они также принадлежат заказчику. А патенты, они оформляются тоже заказчиком на его имя. Очередной бег на месте. Делать свое и не по заказу центры, может, и хотели бы, но снова нет денег. Есть оборудование, есть сильные ученые, но этого мало. Проект направлен на разработку диспергентов для ликвидации аварийных разливов нефти. Заказ, о котором сейчас говорится, это госзаказ от крупной российской компании. Получен он в результате конкурса. И в этом тоже проблема. Сотрудничать с 2-3 гарантированными заказчиками проще, чем искать партнера среди продвинутых, но небольших компаний. Это работает и в обратную сторону. Средний и малый бизнес не хочет ввязываться в науку. Дорого. Отсюда отсутствие конкуренции. На самом деле они, конечно, выстраивались для, скажем, коллективного пользования со стороны предпринимателей. Изначально идеология такая закладывалась. На сегодняшний момент, действительно, там прошла трансформация определенных этих моментов. И сейчас, во-первых, это быстро все устаревает. Эти идеи, которые идеологически закладывались 5 лет назад, они уже сейчас устарели. Проделали, да? Конечно. То есть это надо на острие находиться и понимать конечную цель. В республике сегодня 6 государственных инжиниринговых центров. Основной акционер – Минземимущество, несколько вузов и несколько коммерческих компаний. При этом госсубсидии перестали платить с 2015 года, и центры с тех пор плывут самостоятельно и, возможно, против течения. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, Андрей Кузьмин и Роман Безменов. 7 дней.